Дерево строгают, торцуют и покрывают защитным слоем. Далее изделия попадают в цех каркасного сбора. Здесь изготавливают основание будущего дома и стены. Упакованные панели складируют, чтобы затем отправить в Курганскую область. Фуры доставят каркасные дома в село Юлдус, где их и смонтируют. Изюминкой каждого дома будут украшения в виде татарского орнамента. Они есть на оконных рамах и внешней облицовке. Общая площадь этого дома 54 квадратных метра. Это гостиная и кухня, есть 2 спальни, а также чердак с возможностью сделать из него дополнительную жилую площадь. Вопросы организации гуманитарной помощи от республики курирует вице-премьер Василь Шихразиев. Ему рассказывают и показывают всю цепочку производства и сборки каркасных домов. Все материалы отечественные. Мы для себя ставим задачу 2 дня дом. 2 дня дома – это в идеальных условиях, когда уже мы какое-то количество домов возвели. И не хотим отступать от этих сроков, потому что весь дом сделан большими префабами, то есть это готовые элементы стеновых конструкций, монтируется краном. Это дом каркасно-модульный, быстросборный, сделан по самым современным технологиям. Самое главное, чтобы обеспечить необходимые условия, то есть это экологические условия, да, то есть это безопасные условия, то есть и пожаробезопасность. Пожар в татарской деревне Юлдус произошел 7 мая. Тогда огонь уничтожил 223 дома. Часть жителей получили поддержку от местных жителей. Активно помогает Татарстан и меценаты из регионов России. Есть те, кто не может рассчитывать на государственную помощь. Дома, которые сегодня презентовали в Елабуге, как раз предназначены для них. Покупку 18 каркасных конструкций оплатил благотворительный фонд «Татнефть». И Татарстан, и Всемирный конгресс татар готов сегодня начинать строить дома. И вот первым таким крупным проектом отозвался компания «Татнефть». Когда мы посмотрели 223 дома, какое количество Курганская область дает сертификаты, какое количество уже нашей татарской общественной организации. И вот мы остановились на цифре 18. И когда вот эти 18 семей, в самом деле, они нематериально, ни через родственников, ни через сертификаты никогда в жизни эти дома не получали бы. Для 3 семей с детьми утвердили площадь дома в 54 квадратных метра. Для остальных, а это в основном одинокие или семьи без детей, 33 квадрата. Панельные дома начнут отправлять жителям села Юлдус на следующей неделе. До конца сентября каждый житель получит ключи от нового жилья. Гульнара Минихан, Александр Лихачев, ТНВ, Елабужский район.